Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу з Катериною Некречей. Добрий день, вітаю вас, шановні слухачі Радіо Крим Реалії. У мікрофона Катерина Некреча. І це денне шоу. Я нагадаю, що ви можете слухати нас на середніх хвилях. Це 549 АМ. Щодня о 7:35 ранку та о 12:10. І також на частоті 105,9 FM. Щохвилини, щогодини Радіо Крим Реалії з вами на ваших приймачах в Криму або ж на сайті Крим Реалії. Свої питання чи коментарі ви можете зробити в прямому ефірі, зателефонувавши за номером 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Це безкоштовний номер телефону для наших слухачів в Криму, а жителі материкової частини України можуть телефонувати в студію за номером телефону 044 490 2905. Гость ефіра. І в нашій студії цікава гостя, голос якої, я думаю, що нашим слухачам точно знайомий, Халісе Зінедін. Вітаю, Халісе. Приветствую, Катя, и рада приветствовать всех слушателей радио Крым Реалии. Особенно приятно сидеть на другом стуле в этой студии. Так, це, тут 3 стільці чи 4, але зазвичай ти в цій студії сидиш як ведуча передачі. Мусафір, зараз ти точно, я неправильно скажу, Вакти? Мусафір Вакти, правильно, нарешті я сказала. Мусафір Вакти, час гостей. Так називається твоя передача на Радіо Крим Реалії. І, власне, це не єдине, чим ти займаєшся. Я думаю, що поступово протягом нашої розмови наші слухачі познайомляться, і наші глядачі в Ютубі познайомляться з твоєю творчістю і з усіма твоїми задачами, скажімо так, і з усім, що ти робиш. Ще, крім того, є на сайті Крим Реалії передача «Еліфбе». Це такий, знаєте, за 1,5 хвилинки можна вивчити кілька слів кримсько-татарською мовою, переглядаючи цей ролик. А ще ти є ведучою новин на телеканалі ЮА-ТВ, міжнародна редакція, новини кримсько-татарською мовою. І крім того, Халісе ще й навчається на стаціонарі, тобто щодня, тільки щойно в ефір прибігла з пар в КНУ імені Шевченка, Інститут філології, турецький переклад. Все правильно? Да, абсолютно верно, Катя. Я именно всем тем занимаюсь. Очень рада, що нічого не забула, все сказала. Я думаю, що ще забула, тому що ти дуже активно, тобто, крім того, що я зараз перерахувала, ти ще береш участь у якихось заходах, ведуча цих заходів, береш участь багато в якихось постійно забігах по Фейсбуку, в тебе видно, що ти бігаєш, займаєшся спортом, крім того всього. І, звісно, таке до тебе перше питання, а як ти все встигаєш? На самом-то деле очень сложный вопрос и в то же время очень легкий. Не могу сказать, что я успеваю все, но думаю, что это заслуга все-таки моих родителей в том, что меня учили планировать с детства. Угу. Да, мы вели планирование, распорядок дня, кружки и тому подобное, и поэтому, став взрослее и приучившись к самостоятельности, мне было легче что-то планировать. Поэтому на самом-то деле, когда в сутках 24 часа, можно на себя обидеться и сказать, как я в таком количестве времени что-то не успеваю, когда так много времени. Поэтому учеба есть, но не всегда удается посетить все занятия, но я очень сильно стараюсь. При этом я очень сильно люблю и радио, и телевидение, поэтому большая отдача идет и на работу. Я думаю, що кримчани знають тебе взагалі, могли навіть спостерігати таке зростання, да? І так, як ти ростеш в прямому ефірі фактично, тому що ти з маличку, скажи, скільки тобі років було, коли ти стала ведучою на телеканалі АТР? Да, все началось на самом-то деле с радио «Мейдан». Ага. Мне было 12 лет, я участвовала там в рекламных озвучках, а после меня пригласили ведущие на радио детской передачи, а после полугода я уже стала ведущей детской программы «Кунеш Нурлары. Лучики солнца» на телеканале АТР. Вот в то время я еще хотела быть юристом, но на самом-то деле все потом изменилось, и уже о юриспруденции я забыла в тот момент. Ось так от. А як так вийшло? Ти сама, якщо ти не хотіла, не мріяла про цю професію, це знову ж таки завдяки батькам так вийшло, що тебе водили на кастинги? Нет, никаких кастингов не было. Я просто была очень активным слушателем и участвовала в викторинах, конкурсах, выигрывала все возможные призы. И в один прекрасный день меня пригласили озвучивать, а после я уже стала ведущей. Вот как-то так
особенным образом, но мама моя говорит, что я всегда хотела брать интервью, хотя я этого не помню. От цікавий нюанс. Слухай, а от це виходить такий підлітковий період, і ти вже стала такою маленькою зірочкою на радіо, на телебаченні працювати. Це не заважало, можливо, якимось таким дружнім стосункам там в класі чи десь на вулиці? Може, в тебе і часу не було на те, щоб у дворі гуляти з іншими дітьми? На самом деле я еще в то время занималась танцами, 12 лет я ходила на танцы, занималась хореографией. Нет, не могу сказать, потому что вокруг меня всегда были очень активные дети, подростки, и мы как-то больше делились опытом, наверное, в то время и хотелось успевать много, и дружить, и при этом посещать кружки, учиться в школе хорошо. Если честно, не помню ни одной ситуации, которая как-то поспособствовала дружественным отношениям, либо разрыву дружественных отношений у телевидения, либо радио. Все как-то было очень гладко. Тобто телевізійна кар'єра не заважала людським таким стосункам? Нет, я бы сказала, что наоборот, благодаря телевидению я приобрела лучших друзей в своей жизни, и мы по сей день общаемся. И это какая-то очень особенная связь, несмотря на то, что мы сейчас находимся в разных странах, но вот та связь, которая заложилась у нас в детстве, мы хотим ее пронести сквозь всю жизнь. Скажи, вибір твоєї все ж таки професії, да, незважаючи на те, що ти в дитинстві хотіла стати юристом, потім радіо, телебачення тобі плани трошки відкоригували, скажімо так. А в результаті ти навчаєшся на філології і вивчаєш турецький переклад. Чому саме ти обрала таку освіту? На самом-то деле я ее не выбирала. Так получилось, что она выбрала меня сама, так как я сюда переводилась, и единственным факультетом, специальностью, куда я могла перевестись из Крыма, был турецкий перевод. И я закончила бакалавра, и вот уже в магистратуру поступила в этом году, так как, съездив в очередную командировку в Турцию, я поняла, что все-таки турецкий язык мне важно и нужно понимать. И, в принципе, деятельность переводчика мне интересна, но я не вижу основной деятельностью. Тобто це гарна така можливість здобути професійний рівень, так, професійне знання мови, і що тобі може допомогти, як я розумію, в твоїй професії, так? Да, вірно. Халісе, скажи, будь ласка, яке місце вищої освіти сьогодні в Україні? Тому що тим паче про нашу професію кажуть, от, в принципі, твій формат якраз підходить, коли не треба отримувати таку професійну освіту журналіста, наприклад, да? Треба якусь гуманітарну освіту мати і просуватися. Дехто каже, що взагалі є такий, в принципі, досвід, що навіть без вищої освіти, якщо ти такий спеціаліст в своїй справі, на практиці ти можеш навчитися багато чому і навіть не обов'язково отримувати ту вищу освіту. Яка, власне, твоя думка, чи потрібно вступати в вищий і здобувати цю освіту? На самом-то деле я уже в очередной раз убеждаюсь в том, что практика, она решает все в сегодняшнем дне, так как у меня есть большое количество одногруппников, которые по истечению событий, даже на 5 курсе, они еще ни разу не работали, они даже сейчас боятся куда-то идти, так как считают, что у них не хватает немного опыта или еще чего-то. Я у них спрашиваю, чего вы ждете, может быть, аспирантуру еще хотите закончить. Вот, но а в силу нашей деятельности здесь стоит отметить, что практика, потому что есть люди, которые позаканчивали большое количество университетов, так сдобыли и бакалавра, и магистра, также посетили несколько тренингов, а на практике у них не получается. То есть они и статьи не могут писать, и в эфире у них не получается, и понимают, что хотят что-то другое. И поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что только практика. То, что мне удалось получить там, в возрасте с 15 до 17 лет, я безумно этому благодарна, потому что, переехав в Киев, у меня уже была какая-то практика работы на радио, немного работы на телевидении. А если бы у меня этого не было, и я бы не училась в университете, я бы понимала, что мне бы приходилось учиться все вот с нуля. Если бы была теория, а не было практики, было бы еще хуже. Угу. Але все ж таки вища освіта. Потрібно йти Нужна. здобувати? Тим паче, це таке питання зараз для кримчан, які думають, куди їм вступати. Я все-таки уверена в том, что высшее образование нужно, а вот профиль, он уже имеет значение для человека абсолютно разное, но высшее образование нужно обязательно. Угу. В нашій студії Халісе Зінедін, і зараз ми вам покажемо такі уривочки, шматочки з передачі «Мусафір Вакти», яка виходить на радіо Крим Реалії щосуботи і потім в повторах, тож давайте послухаємо.
Добрий вечір, шановні радиослухачи. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Хайрлы Ахшамлар, Урметле радио Денли Джилер. Это программа «Мусафир Вахта» о жизни современных крымских татар. У микрофона Халисе Зинедин. Друзья, сегодня у меня в гостях глава Крымско-татарского культурного центра, долгожданный гость, проектный директор Крымского дома Алим Алиев, а также он является сооснователем Крымсос. Добро пожаловать к нам в студию, Хош Кельден. Яшар Фазылов живет во Львове с 2014 года, занимается организацией лингвистических лагерей для молодежи, а также является организатором европейских молодежных проектов межкультурного обмена. Всю жизнь в образовании, работает с молодежью, преподаватель французского языка, переводчик. Добро пожаловать, Хош Кельденос. Це така нарізка з останніх твоїх радіоефірів. І, власне, Мусафір Вахти про таке життя сучасних кримських татар. І ти туди запрошуєш гостей, власне, щоб поговорити про якісь такі події, заходи. А яка мета цієї радіопередачі? Взагалі, яку мету ти ставиш перед собою, як авторка та ведуча? В первую очередь, на самом-то деле, знакомившись с каждым из гостей проекта «Мусафир Вахта», я для себя открываю очень многое, так как в очередной раз убеждаюсь, что люди, которые находятся здесь, они особенные, и занимаются они не только основной деятельностью. Есть врачи, есть юристы, но при этом они вкладывают очень многое в культуру крымских татар. Несмотря на то, что они находятся далеко от родины, они делают и созидают что-то общее, делают во благо народа. Хочется знакомить слушателей, крымчан и людей, которые находятся на материке, с крымскими татарами, современными крымскими татарами, которые созидают, обучают, возможно, где-то мотивируют в чем-то, потому что эта передача не только о успешных людях, а также о людях, которые они приближаются к успеху, рассказывают о своих неудачах, кто-то рассказывает о менторстве, о наставничестве, кто-то говорит о здоровье, кто-то анонсирует события, которые, например, пройдут в Крымском доме. Они все очень разные, но объединяет нас общая цель. Угу. А хто за цей час, можливо, вразив тебе, можливо, відвертістю? Тому що тут така справа, що все ж таки, коли ти один на один розмовляєш з людиною, вона може тобі навіть по-іншому розказувати, може більш відверто десь. В ефірі цю відвертість знайти, в принципі, може не сильно і складно, але буває деколи, тому що все ж таки мікрофон, камера, студія, вуха, які тебе слухають, ти це розумієш, вони можуть не дати на 100% розкритися людині. От хто тебе вразив, можливо, тому що складно було, можливо, ти не очікувала навпаки, що буде так легко поговорити. Тому що вже ці передачі «Мусафір Вахти» тут на радіо Крим Реалії більше року. Да, эта передача уже выходит практически 1,5 года, с 30 апреля 2016 года. На самом-то деле, вот сейчас я задумалась и поняла, что каждый из гостей, который был, они особенные, и я их узнала для себя немножечко с другой стороны, с другой плоскости, так как для меня были люди, крымские татары, большинство из них я знала, но общалась не так близко, готовясь к эфиру, я узнавала о них еще больше. При этом сейчас первое, что мне пришло в голову, это, наверное, все-таки Арсен Тартан, это парень, он занимается... Он менеджер по продажам, но при этом, как узнала, я человек с большим сердцем, он очень много делает благотворительных акций, он объединяет крымских татар, и его лозунгом является то, что где бы мы ни были, мы должны это делать вместе, где бы мы ни были, мы должны видеться чаще. Крымский татарин, который объединяет нас здесь, он проводит большое количество тренингов, встреч, поездок, игр, каких-то тренингов на мотивацию. Я этого человека узнала совершенно другой стороны, так как я его видела в Фейсбуке и видела, как он постоянно постит и анонсирует события, возможно, игры, либо тренинги. И мне интересно стало с ним пообщаться. Я его даже 2 раза в студию приглашала, так как это человек, с которого можно просто вытягивать и получать для себя максимум фидбэка. Угу.
Скажи, ти також ведеш заходи в Києві такого культурного характеру і заходи досить такого високого рівня. Ми з тобою якось в редакції бачилися, ти бігла, власне, на зустріч першої леді України Марини Порошенко і першої леді Туреччини Еміне Ердоган. Це була зустріч для студентів, наскільки я розумію. От, по-перше, питання, а як потрапити ведучою заходу такого рівня, так, на такий захід? І, власне, що це була за зустріч? І чи багато таких от зустрічей в тебе відбувається, коли ти фактично з першими особами маєш змогу спілкуватися? На самом-то деле в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в Институте филологии были открыты акылы сыновлары, так с турецкого языка переводятся как «умные классы», где первая имени Исмаила Гаспринского, это в Крымско-Татарском культурном центре при университете, она открывала эти курсы при помощи ТИКа, там умные доски, также большое количество учебных пособий. Она прилетела с этой целью, а также наградить успешных студентов турецкой кафедры, крымско-татарской, турецкой, азербайджанской и гагаузские специальности, где она вручила каждому планшет, а также грамоту за то, что вот мы так хорошо обучаемся, и выделила студентов. Если честно, не знаю, наверняка у меня на самом-то деле и в университете очень мало кто знает о моей деятельности, о том, что я работаю. Если даже и я говорю, что я работаю, они думают, что я чем-то там занимаюсь, наверное, что-то озвучиваю. Ну, пусть идет. Ну, можно ее отпустить. А при этом, наверное, все-таки мы очень близко все общаемся, Министерство информационной политики, также наша молодежная платформа, мы все друг друга знаем, и мы обмениваемся какими-то мнениями, и, возможно, когда приезжают какие-то лидеры мнений, и есть люди, определенное количество людей, которые могут провести это мероприятие, возможно, я в этом списке. Даже не знаю, як правильно відповісти на цей вопрос. А які в тебе враження від спілкування, от, наприклад, з першими леді України і Туреччини, чи з іншими високопосадовцями, да, такого рангу, скажімо, які ці люди в житті? Тому що з телеекранів, наприклад, всі глядачі бачать одну картинку, а коли ти маєш доступ до тіла, так би мовити, да, ти дуже близько з ними, ти чуєш, як вони себе ведуть за кадром, до виступу чи після виступу. От що тебе, можливо, знову ж таки вразило, чи відчула ти якусь різницю, чи щось таке яскраво помітила, про що можешь поделиться с нашими слухачами? Да, на самом-то деле я сейчас вспомнила ситуацию, которая была в 2015 году в Турции. Я обучалась в летней школе по изучению турецкого языка, принимала участие в ней 450 участников из 75 стран мира. Это был такой летний лагерь, и я вела закрытие мероприятия, где присутствовали должностные лица Турции, там был и президент Турции, и нас готовили очень серьезно к этому мероприятию. И я благодарна, наверное, организаторам этого мероприятия за то, что они научили находить подход, научили вести себя правильно на этих мероприятиях. Поэтому я всегда в первую очередь понимаю, что это точно такие же люди, только на них другие обязанности. Абсолютно другие обязанности, и в первую очередь фактор человечности он либо есть, либо его нет. А что касается встречи с первой леди Турции, это невероятно теплая и объятная женщина, что я для себя уяснила. Было очень приятно, хоть и мало времени, но пообщаться с ней. И я понимаю, что каждая встреча, каждое, не знаю, такое маленькое объятие, даже словесное с человеком, оно чему-то учит, ты чему-то набираешься и берешь для себя. Возможно, понимаешь, что так делать нельзя, потому что мы, как правило, иногда записываем, что делать нужно, а я в последнее время начала записывать, что делать не нужно. А например, дай поради. Что делать не нужно. Я сегодня заметила, что у меня есть привычка не дожидаться зеленого света и так на последних секундах красного переходить. И сегодня для себя решила, что я теперь никогда так делать не буду. Даже если буду очень сильно спешить. А в спілкуванні з першою леді, наприклад, да, чи з чиновниками, тому що в рамках проєкту Лівбе, про який ми зараз поговоримо, який на Кримреалі виходить, там, де ти даєш вивчити кілька слів тему передачі, в тебе був цілий цикл передач з міністрами українськими з різних міністерств, які от
от говорили якісь слова, там щось, що таке міністерство, там Да. агрополітика, ще щось, да, от такі профільні слова. І ти також з ними мала змогу поспілкуватися. Чого не треба робити? Можливо, невдалий жарт якийсь, можливо, ще щось. На самом-то деле, перед самой первой встречей, первое министерство, которое мы записали, это было Министерство инфраструктуры Украины. И мне повезло, что такая первая встреча у меня прошла именно в этом министерстве. И Амелян, он все-таки очень тепло отнесся к проекту. Он невероятно большое количество сложных слов и предложений произнес. Он при этом обещал, что будет продолжать учить. Но, если честно, когда возникла идея проекта, я для себя решила, наверное, все-таки мне нужно почитать дипломатический протокол и как с ними вести, потому что это тоже очень важно, с какой стороны подойти, как с ними вести. Ну, на самом-то деле все было очень просто, при этом они сами шутили, если честно. Я думаю, что ни одна из съемок не была серьезной. Они шутили, они учили, и иногда мне казалось, что они где-то подпольно изучают крымско-татарский язык. У нас было 10 выпусков, да, 10 выпусков, и я помню ситуацию, когда мы пришли к Климкину в Министерство иностранных дел, и он говорит: вы знаете, Халисия, только есть небольшая проблема. Я, к сожалению, не говорю на крымско-татарском языке. Я говорю, что, серьезно? Он говорит, да. Я говорю, тогда у вас есть ровно полгода, и они начинаются прямо сейчас. Но на самом-то деле ни у кого не было каких-то сложностей. Я не помню, все было очень легко. Сложности возникали только в том, чтобы дождаться самой съемки, так как иногда они переносились, что не совсем было приятно, так как у наших чиновников дел очень много, и поэтому съемки не всегда были с первого раза. Давайте послухаємо шматочок з передачі Еліфбе. І, власне, там це один із останніх, здається, чи може останній випуск, там, де тема така цікава. Не про чиновників, не про роботу, а про почуття. Салям алейкум, сайгалы достлар. Добрый день, дорогие друзья. Я рада приветствовать зрителей проекта Элифбе. Осенью мы становимся намного чувствительнее. Сегодня в программе поговорим о чувствах. Чувство – это дуйгу. Во множественном числе дуйгулар. Чувствовать – исетмек, дуймак, а также, можно сказать, сезмек. І це така ілюстрація, це буквально початок твого останнього випуску. Як відбувається це навчання і вивчення кримсько-татарських слів? Я тобі скажу, що мені, наприклад, 1,5 хвилини там, чи 2 хвилин не вистачає. Для мене чомусь дуже складно повторити навіть. Ти ж бачиш, да, що я постійно там в тебе щось перепитую, повторити кримсько-татарські слова. Це дуже непросто отак от взяти і вивчати мову. Да? Для кого, на кого, скажімо так, спрямована ця передача? Ну, тим паче, якщо ти вже була в міністерських кабінетах, вже українських чиновників намагалася навчити. От ви робите це для сайту Кримреалії, для Ютубу Кримреалії, це все глядач може побачити, і інколи і слухач у нас почути. А яка аудиторія? На кого спрямована ця твоя робота? На самом-то деле, когда мы только начинали проект, это было уже 2 года, даже больше, чем 2 года тому назад, мы ориентировались на зрителя, на крымских татар, которые слабо владеют крымско-татарским языком. Потом идея переросла в том, что не носители языка, так как русские и украинцы, они могут изучать крымско-татарский язык, так как мы нашли более легкую методику, где можно запоминать слова, 10 слов в передаче, которые по происшествии нескольких передач, например, 5 передач, уже можно складывать в общие предложения. Для них потом переросло это в то, что мы уже начали ходить в министерство, это был спецпроект. Думаю, что мы еще и до Рады дойдем, потому что в этом году будет продолжаться, да, с политическим все-таки ударением Элифбе. Ми будемо продовжувати, але поки ще не починали зйомки. Угу. Ну, тобто, в принципі, якщо спочатку ідея була зробити це вивчення для кримських татар, то виходить, що це за рамки пішло кудись. Чи говориться про те, що спрацьовує якась така популяризація вивчення кримсько-татарської мови? Як це ти тут в Києві відчуваєш? Наскільки потрібна, скажімо так, оця твоя робота? На самом-то деле, наверное, все-таки переехав в Киев, я поняла, что говорить и изучать крымско-татарский язык стало модно. Так как, в принципе, я являюсь человеком, который в детстве не говорил на крымско-татарском языке, да, и я пошла в школу. Для меня стала мотивацией для того, чтобы работать на радио в то время,
Мне нужно было выучить крымско-татарский язык, и я, наверное, делала все для того, чтобы выучить З крымско-татарский якого язык. віку ти почала вивчати? Ну, где-то я в 9-10 лет начала Мгм. изучать язык, да. Но при этом здесь я поняла, что тенденция изучения крымско-татарского языка намного велика, нежели в Крыму. Потому что здесь ребята хотят говорить на крымско-татарском языке, и собираясь вместе, мы мотивированы тем, чтобы говорить на родном языке, так как есть люди, я уже вижу людей, которые не говорили, но говорят. У меня есть знакомые, которые пишут, стали на протяжении, наверное, уже года, зрители ЛФБ, они задают мне вопросы на почте, спрашивают, что, как и почему, почему здесь говорится об одном, а в другом случае иначе. Поэтому люди заинтересованы. Я у них спрашивала, а в чем вы видите свою мотивацию в изучении крымско-татарского языка? Для чего? Вы можете потратить время на изучение другого языка, элементарный вопрос. Они говорят, что мы хотим понимать людей, с которыми живем. Мгм. А скажи, будь ласка, якісь сайти інформаційні ти читаєш кримсько-татарською мовою? Я нагадаю, що Крим Реалії 3 мовами: російська, українська, Да. кримсько-татарська. Латиницею написана. Читаєш, наприклад, ти сайт Крим Реалії Да, я кримсько-татарською? читаю на крымско-татарском языке, так как я сама ежедневно читаю новости в эфире, рассказываю о новостях, и очень важно сравнивать, и иногда вообще лексика новостейная, она довольно-таки сложная, и обычному человеку понять очень сложно. Мне Мгм. иногда говорят: Халисе, я вот знаю и говорю на крымско-татарском языке с детства, но при этом мне очень сложно понимать, почему такая сложная лексика. На самом-то деле новостейная лексика, она довольно-таки сложная. Я читаю на крымско-татарском языке, я привыкла в день читать на нескольких языках для того, чтобы переключаться Мгм. быстро. При этом я читаю сайт Крым Реалии. Также сейчас новый у нас культурный портал по изучению языка вышел, ОКУ называется. Он Мгм. еще его не раскручивали, насколько мне известно. Также есть у нас газеты, где можно почитать в электронном формате, где можно почитать и для себя узнать тоже что-то новое. І так ми перейшли до ще однієї твоєї роботи. ЮАТВ – це іномовлення державне, яке Україна спрямовує на такий міжнародний рівень. І є реально ціла редакція кримсько-татарською мовою, де ви розповідаєте, я так розумію, про події в Україні кримсько-татарською. На Да. супутниках це можна дивитися. А скажи, оця робота на кого спрямована? На кримських татар, які живуть в Криму чи по всьому світі? Да, на самом-то деле мы рассказываем о позитивном имидже Украины. У нас есть час вещания в день, это 30 минут утром Мгм. и 30 минут вечером. У нас небольшая редакция, основная направленность донести зрителю, который находится в Крыму. Мы очень много говорим о ситуациях, которые происходят в Крыму на сегодняшний день, а также основная наша аудитория — это диаспоры, которые проживают в Турции, Америке и Канаде. Мы вещаем им и рассказываем, так как известно, что самая большая диаспора крымских татар, она на сегодняшний день численностью в 5 миллионов проживает в Турции. Поэтому очень много зрителей, которые нам пишут и говорят, что они смотрят. Мы рассказываем о новостях об Украине, а также у нас есть передачи о культурі, історії, традиціях України. Ти є ведучою новин, які 2 рази на день, так, виходять? Чи ти 1 раз на день? На самом-то деле записуємо 1 раз і повтор йде. Ага, і ще повтор. Ти кожен день маєш бути, тобто з понеділка по п'ятницю ти маєш бути в ефірі. Да. Чи в тебе є якась ще колега, з якою ви Ні. міняєтесь? Ти одна. Да, на Тут самом деле я работаю одна в эфире уже, вот скоро будет как год. ти не маєш права ні захворіти, ні поїхати, нічого такого, так? Да. Які твої відчуття? Тому що знову ж таки, тут, наприклад, на радіо Крим Реалії ти міксуєш мови, Да. ти кілька слів там кримсько-татарською, так, російською, українською, а там виходить ти повністю 100% випуск новин робиш кримсько-татарською мовою. Чи це складно для тебе? На самом-то деле не возникает огромного количества сложностей, связанных с тем, что у нас есть редактор. Мгм. Да, редактор, который работает отдаленно, но при этом чувствуется очень мощная поддержка, так как я на самом-то деле крымско-татарский язык изучала в университете всего 1 год, но при этом крымско-татарский язык я знаю, но новостейная лексика и тому подобное, мы работаем над этим. Также хочется сказать о том, что 10 минут новостей у нас в день, мы обязательно говорим
событиях, которые произошли в Крыму сегодня, говорим о международных новостях, о спортивных, культурных, то, что сегодня происходило в Украине. А давай тепер ми з тобою також, ти поперекладаєш мене трошки на кримсько-татарську мову. Давай. Я дякую тобі, по-перше, за те, що до нас прийшла в студію. Будемо слухати далі твої ефіри в ефірі Радіо Крим Реалії. Ну, і давай тут вже перекладай, в нас Давай. хвилина є. Залишайтеся з Радіо Крим Реалії. Радио Крым Реалии или Барликте Оланас. Слухайте нас на сайті Крим Реалії, Бізлерні Крым ақиқат сайтында dinлеңіз. а також 105,9 FM в Криму. Крымда ise 105,9 FM далғасында dinлеңіз. Ой, слухай, дякую тобі. Я думаю, що ми потім це для джинглів, наприклад, використаємо. Халісе Зінідін, кримсько-татарська журналістка, ведуча передач на Радіо Крим Реалії, телевізійний проєкт «Ельфбія» на сайті Крим Реалії, ЮА ТВ, новини кримсько-татарською мовою. Це все робиться юна, ніжна дівчина Халісе Зінідін. І дякую тобі за те, що прийшла. А з вами дуже приємно було пообщатися. Так, це дійсно цікаво. І залишайтеся з нами. 105,9 FM. Середні хвилі також 7:35 ранку, 12:10 в день. Ми дуже раді, що ви лишаєтеся з нами, тому пишіть, коментуйте, телефонуйте нам, пропонуйте свої теми, кажіть, що вам подобається, а що ні. До зустрічі. Дякую тобі. Все нормально? Ти золото. Да, Да, вообще, точно. думаю, така хороша.